Дорогие друзья, сегодня открываем выставку «Пространство памяти моей души», посвященную 105-летию известного дирижера Галины Михайловны Кривошапко. Проводником этой выставки будет книга одноименная «Пространство памяти моей души», написанная Галиной Михайловной в 2002 году. Известный дирижер, заслуженный деятель искусства СССР, народная артистка ЕАССР, лауреат Всероссийской премии «Золотой Аполлон» и Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Платона Алексеевича Аюнского, кавалер ордена Республики Саха-Якутия «Полярная звезда» и почетный гражданин Якутии. И это все о ней, о Галине Михайловне Кривошапко. Родилась Галина Михайловна 17 июня 2016 года в городе Омске. В 4 года она потеряла отца, в 14 – мать. И всю свою сознательную жизнь прожила с бабушкой Агафьей Тихоновной. Как же получилось, что Галина Михайловна, не связанная никак с искусством, посвятила свою жизнь искусству? Посмотрим, что она пишет в своей книге «Пространство памяти моей души» о знаках будущего выбора своей профессии. Из художественных впечатлений самого раннего детства помню, что участника какого-то любительского рабочего драм-кружка занимали меня у родителей для участия в спектакле в роли младенца. Мне было около 4 лет, но я была, как говорили, очень маленького роста, до 10 лет. Отлично помню сцену, освещенную керосиновыми лампами, комнату с висевшей на веревках зыбкой, в которой находилась я. В какой-то момент я должна была громко плакать. Как видно, со своей ролью я справлялась, так как спектакль повторялся неоднократно и за мной приходили. Это было первое, если можно так сказать, мое прикосновение к искусству. Следующим ярким пятном у Галины Михайловны появляются соседи, которые были служителями этого самого искусства. Из музыкальных впечатлений сохранилось одно. Во дворе нашей двухэтажной коммуналки был старый флигель, в котором жила моя учительница географии Надежда Никандровна Покидайлова. Ее дочь была пианисткой и училась в Петербургской консерватории в классе Глазунова, о чем с гордостью рассказывала мать. Лена иногда приезжала на каникулы вместе с мужем, как говорили, известным певцом. Из музыки запомнил только звуки гамм, разыгрываемых Леной, а имя ее учителя Глазунова в ту пору для меня ничего не значило. Но в этом знакомстве было и другое. Когда Лена уезжала, меня изредка пускали играть на пианино. Как сидеть, я ставила на компьютер ее что придется, и важно ковыряла пальчиком, потом ладошками и кулачками по клавиатуре. Меня никто не останавливал и не ругал. Вот такие воспоминания о соседях, которые позволяли ей вести с пианино, как захочет ребенок. Большую роль в любви к искусству, а точнее к музыке, сыграла ее мама Лукия Ивановна. Мама Галины Михайловны прожила всю жизнь со своей мамой, бабушкой Галины Михайловной, Агафьей Тихоновной, которая всю жизнь проработала на барских кухнях. А мама, выросшая в этих барских кухнях, наблюдала, как господа воспитывают своих детей, дают образование. И ее мечта была дать своей дочке музыкальное образование. И вот в жизни
девочки Гали настал тот момент, когда ее повели в городскую музыкальную школу и записали на отделение фортепиано. Большую роль в воспитании любви к музыке сыграла мама Лукия Ивановна. Она всю жизнь прожила вместе с мамой Агафьей Тихоновной на барских кухнях и наблюдала, как воспитывают господа своих детей и дают образование. И ее не покидала мечта дать своей единственной дочке музыкальное образование. Но, казалось, время для профессиональных занятий музыкой было упущено. Инструмента не было. Но настал тот момент, когда девочку Галю повели в городскую музыкальную школу записываться в класс фортепиано. С этого момента начались занятия музыкой. Занятия эти были платными. Инструмента все так же не было. И Гале приходилось заниматься у соседей, у которых был инструмент. Конечно, это было для ребенка, доставляло некоторые неудобства. И однажды, когда ей было 12 лет, когда она после учебы ушла на каникулы, ей предложили в детском саду играть марши и простенькие песенки. И вот наступили каникулы. Гале предложили небольшую работу в детском саду, играть марши и простенькие песенки. А взамен кормили ее обедом и давали 3 рубля. С какой гордостью она приносила домой свои первые заработанные деньги. А ведь ей было тогда только 12 лет. И вот однажды в доме появился маленький кабинетный рояль, на котором Галя могла играть когда захочет и сколько захочет. А у мамы в это время болезнь прогрессировала. И понимая, что она оставляет беззащитной свою девочку, она, конечно же, подумала о куске хлеба, который она могла бы зарабатывать. И когда пришел тот момент, когда мама умерла, Галя уже имела своих учеников и могла подрабатывать, обучая детей музыке. После окончания школы она поступила на подготовительный курс фортепианного отделения музыкального техникума в класс профессора Александра Константиновича Акте. Желая помочь девочке-сироте, он устроил ее концертмейстером в класс педагогов по вокалу Лаврентьева. Давайте посмотрим, что пишет об успехах во время учебы Галина Михайловна. Это был старомодный, восторженный старичок с большим шелковым бантом-платком вместо принятого галстука, постоянно восклицавший: «Нет, вы послушайте, пожалуйста, как эта девочка играет Чайковского. Уверен, что сам Петр Ильич бы прослезился». А речь шла об исполнении вступления к сцене у канавки в опере «Пиковая дама». Удивительно, но я, первокурсница, получила первую премию на общетехникумовском конкурсе.
на лучшее исполнение произведения Петра Ильича Чайковского. Не четверокурсники и пятикурсники, а я, делавшая тогда первые шаги в пианизме и сыгравшая не виртуозное произведение, а романс, посвященный Дезире Арто, скромную лирическую пьесу Чайковского. Премии были ноты, которые победитель мог выбирать по своему вкусу. Но в ее жизни случилось событие, перевернувшее всю ее жизнь. В 17 неполных лет ей поставили диагноз чехотка, от которого умерла и ее мама. Болезнь внешне никак не проявлялась. Не было лихорадки, не было ощущения истощения, но рентген и анализы показывали истинную картину. У фтизиатров в ту пору слишком было мало возможностей. И по мере ее сил параллельно продолжалась ее трудовая жизнь. Она устроилась в должности пианиста в клуб «Железнодорожник». Опера, поставленная силами художественной самодеятельности, в то время стала сенсацией и культурным событием в жизни сибирского города. С огромным успехом прошла она дважды. Но эта первая встреча с оперой Евгений Онегин стала символической. В одну из таких поездок в санаторий она познакомилась с рядовым больным доктором Симкиным. Это была судьбоносная встреча. Она вышла за него замуж. Он очень заботился о ней и очень нежно любил. Он, как врач, знал о действительном состоянии ее организма, что наступила последняя стадия туберкулеза. А также его посетила идея поехать в Якутск, там, где был чистый, сухой, морозный воздух. Город находился в котловане, защищенном горами от ветров. На этом страница «Детство и юность» Галины Михайловны закрывается. Я вступила на якутскую землю 21 февраля 1941 года и влилась в творческий коллектив художественного вещания Якутского радиокомитета. В этом году отмечается 70-летие Якутского радио, и мне хотелось бы вернуться к первым его дням по рассказам тех, кто еще есть и кто как-то помнит об этом. Рабинович, работавшая на радио в 1934 году, говорит, что тогда в прямом эфире уже была живая музыкальная передача «Две пианистки». Надеждина из русского драмтеатра и Лежава, пианистка радио, играли в 4 руки. Что именно, не помнит никто. Не без юмора рассказывать, что дикторское объявление у рояля Лежава. Пианистка носила абхазскую фамилию. Вызывало недоумение, так как слушатели задавали вопрос, почему она лежала у рояля. Вот такие забавные истории в жизни Галины Михайловны будут не раз. Певцы-профессионалы, с которыми ей пришлось работать по приезду в Якутск в феврале 1941 года, в основном оказались здесь еще до войны. Как всегда и везде в художественном коллективе творческие работники обычно неофициально разделяются на группы сторонников. По какому принципу? Да по самому разному. Например, выпускники одной театральной школы, яркая творческая личность и ее окружение, группа приближенных к руководству и так далее. Каждая группа выделяла себе лидера.
к которым примыкали желающие, и начиналась борьба. За что же боролись? За лучшие роли. Желающие, каждая группа выделяла своего лидера, к которой примыкали желающие, и начиналась борьба. За что же боролись? За лучшие роли, за желаемый и выигрышный для лидера репертуар, за влияние на художественное и административное руководство. Возможно, что за некоторые материальные блага. И все-таки думается, что для работников искусства не это было главным. Так как советские артисты были по большей части бедными, и это считалось нормой. Никто не претендовал на большее. В ее жизни была такая страничка, как Антонина Николаевна Клещева. В группе певцов первенствовала именно она, Антонина Николаевна Клещева, москвичка. Она была до этого солисткой Всесоюзного радио, меццо-сопрано, окончила Московскую консерваторию, но, как она сама говорила, фа второй октавы я могла брать только по праздникам, то есть ее выпустили из консерватории, развив только низкие и средние регистры и лишив таким образом верхнего. Но желающие достичь каких-то успехов обучались у так называемых бабушек, уже не работающих пенсионеров, которые имели итальянскую школу пения, обучить их верхним регистрам. Что, конечно, Антонина Николаевна и сделала. Почему мы ее выбрали, эту страничку из ее биографии? Да потому что Антонина Николаевна первая предложила набрать группу молодых национальных певцов и, называв их стажерами, занималась с ними постановкой голоса. Первыми были приняты юная Маша Ларионова, сопрано, и более зрелая Дуня Абрамова, меццо-сопрано. А последняя стала ее ученицей. В будущем обе девушки не стали профессиональными певицами, предпочтя семейную жизнь. Но в течение ряда лет они выступали в эфирных передачах с исполнением национальных и классических песен в переводе на якутский язык. Прекрасным переводчиком был маститый артист хора, тенор Иннокентий Петрович Егоров. Его посоветовала Галине Михайловне, то есть его посоветовал Галине Михайловне профессиональный переводчик того времени Григорий Семенович Тарский. Тогда встал вопрос о репертуаре на родном языке. И Иннокентий Петрович Егоров помог многим будущим якутским вокалистам в освоении классического репертуара. Ну а Мария Ларионова и Евдокия Абрамова стали первыми воспитанницами-солистами именно радиокомитета. Позже из этой школы вышли такие известные певцы, как Серафим Павлов, Илья Перевалов, Марина Попова, Матвей Лобанов, Анна Соловьева и другие.
Давайте, что пишет об этом периоде Галина Михайловна. Антонина Николаевна была незаурядной личностью. Отличная певица, пропагандист классической музыки, она первая из русских профессионалов стала петь на якутском языке национальные песни. Помню красивое звучание народной песни «Кулюкечен» в ее исполнении. Сочинять незатейливые мелодии типа «Экулюн», «Барахсан» и другие. Она первой задумала и начала готовить солистов якутского радио. Страница «Радиокомитет». Каким же было радиовещание в годы Великой Отечественной войны? Оно было в то время, основным средством вещания было только радио. И, конечно же, объем у радио был большой – 8-10 часов. И вещание шло на двух языках – русском и якутском. И только в живом звучании. Так как в то время записи не было вообще. Только редкие музыкальные передачи шли из специальной технической аппаратной, с так называемых двух постов. Для того, чтобы дежурные техники могли без перерыва монтировать рулоны пленки, на которых были записаны музыкальные произведения. Привозили эти рулоны зимой сами техники на детских санках, а летом на радиокомитетском коне Ваське. Живое студийное вещание обслуживал технический персонал. А в то время были в основном радиоинженеры приезжие, одесситы. Глеб Трощанский, Михаил Лошак, Георгий Сичкаренко и выпускники местного техникума связи. Это Николай Мочалин, Николай Климовский, Тамара Свинтицкая, Зоя Антипина, Дина Рабинович, Елизавета Попова, Фауза Бонина и другие. Радиокомитет имел штат дикторов, работающих на двух языках. Среди якутских дикторов первым, безусловно, был яркий, колоритный, самобытный талант Михаил Белолюбский. Одновременно с ним читали скромные, но глубоко уважаемые Николай Николаев, Михаил Неустроев. Из женщин были любимы радиослушателями Екатерина Местникова, Фёкла Иванова. Позже к ним присоединилась первый диктор телевидения Лира Белолюбская. Долго властвовал в эфире, как его называли в народе, якутский левитан Афанасий Готовцев. Ныне выделяется среди дикторов мужчин на якутском языке только один – Эдуард Рудых. На русском – Юрий Сергеев. Теперь стала модным информационные программы читать самим редактором. И делается это абсолютно непрофессионально. Грамотностью, четкостью, внятностью донесения смысла текста выделяется только Туяра Филиппова. Из дикторов русскоязычных, читавших в годы Великой Отечественной войны, запомнились Нина Черкашина, Ангелина Некрасова, Нина Бакалевская, позже Валентина Гавриловна Степанова. Прекрасный диктор, много лет проработавший на якутском радио. И техники, и дикторы с взаимным уважением работали с представителями артистического цеха, не считаясь со временем в интересах общего дела. Так работал радиокомитет. Музыкальное вещание якутского радио в механической записи присылалось из Москвы. Оно было многочасовым, отличалось строгостью, продуманной плановостью и контролировалось непосредственно председателем радиокомитета и многочисленными кураторами и инспекторами, в то время часто наезжавшими из Москвы. Особенно трудным и мучительным
для Галины Михайловны было составление сводного месячного плана, в котором представлялись подробные планы на каждый день, при этом требовались пропорции русской и западной музыки, оперной и камерной, инструментальной и вокальной, музыки народов СССР, народов мира, легкого жанра, оперетты, и советской песни. Вот где пригодилось то, что она раньше знала, переигрывала сама, слушала других, читала много специальной литературы, стремясь познать как много больше. А рядом с механическим было живое звучание. И осуществлять его могли с помощью оставшегося единственным в республике после ликвидации детища Марка Николаевича Жиркова, музыкального театра-студии, профессионального коллектива, хора радиокомитета, нескольких русских солистов и группы молодых национальных певцов, многие из которых позже уехали учиться в Уральскую консерваторию, образовав якутскую студию. Были еще педагоги по вокалу, Алексеев и Кригмонт. Был хормейстер, 2 концертмейстера и был оркестр, тоже в ту пору единственный. Весь этот большой коллектив необходимо было объединить, организовать, воодушевить и направить на дело служения, сохранения и развития совсем молодого национального музыкального искусства. Возможно, видя, с какой старательностью, горячностью и отдачей Галина Михайловна начала работать, ее стали поддерживать, помогать и доверять. Те, с кем непосредственно общалась, и старые, и опытные артисты, и молодежь, зная, что они всегда получат помощь с ее стороны. Все осложнялось тем, что не было якутского репертуара, не было в республике и профессионального композитора, способного удовлетворить все растущие запросы молодых исполнителей. Сценические произведения, созданные Марком Жирковым и Германом Летицким, после ликвидации театра-студии ставить было некому. В 1948 году в Москве вышел сборник песен Марка Жиркова в обработке Лобачева. По рукам ходил рукописный сборник мелодий Захара Винокурова в отличной обработке Кулешова. Но ведь что это? Это всего лишь капля в море в соотношении с потребностями. Вот тогда и придумала следующее Галина Михайловна. Раз нет оригинального якутского репертуара, а не приблизить ли великое наследие классиков для понимания и восприятия его населением республики? Исполнением на родном языке. И тут нашелся один человек. Как уже говорили, это был Иннокентий Петрович Егоров. Он обладал тенором с остро высоким звуком, поэтому всегда выделялся из ансамбля. Был истовым и надежным работником. Галина Михайловна не берется судить о художественных достоинствах его перевода, но было их легко и удобно петь, поскольку он сам был вокалистом и, безусловно, практически знаком с законами слова в песне. Так появились переводы на якутский язык песен Моцарта, Шуберта, Бетховена.
романсы и песни Гурилева, Варламова, Алябьева, Доргомышского, Чайковского и других. А еще были переведены популярные песни военных лет, которые долго пелись после окончания войны. Песни народов СССР и стран социалистического содружества. Вот какое огромное репертуарное богатство мы обрели. Вот какое огромное богатство мы приобрели с появлением переводчика на якутский язык. И тогда стали выпускать в эфир силами солистов, стажеров и хористов, подготовленных с педагогом и концертмейстером, тематические концертные программы на якутском языке. Стали разучивать переведенные песни с хором и сопровождать их не только фортепиано, но и оркестром. Это было первой ступенькой поиска репертуара на родном языке. Следующая страничка из жизни Галины Михайловны – оркестр. Что значил оркестр? Не просто оркестр, а симфонический оркестр. Это мы заглянем в нашу книгу. Что же она пишет о нем? Симфонический оркестр. Кто породил это необъяснимое чудо? Бог или тайные силы? В этом клубке, называемом содружеством единомышленников, переплелось все мыслимое и немыслимое. Судьбы, характеры, таланты и бездари, злобные и добрые, сильные и беззащитные, катаклизмы мироздания и страсти человеческие. И все это слилось в единое целое, способное владеть умами и чувствами, повелевать, успокаивать, усмирять, дарить ни с чем не сравнимое наслаждение, любовь и рождать великое чувство – музыку. Могла ли дореволюционная Россия иметь симфонический оркестр? Конечно же, нет. Но тяга к музыке у народа была всегда. Об этом свидетельствует богатейшее фольклорное наследие. Также можно это понять по совместному музицированию полицейных, молодой национальной интеллигенции, которые пытались музицировать на различных инструментах. Но только в 1936 году Марк Николаевич Жирков организовал при Якутском государственном драматическом театре национальный хор, положивший начало воспитанию профессиональных певцов. Он же для сопровождения спектаклей создал маленький инструментальный ансамбль, ставший первым ядрышком в зарождении и развитии европейской инструментальной музыки в Якутске на профессиональном уровне. Спустя уже много лет при Якутском радиокомитете был организован небольшой симфонический ансамбль. Это было в 1943 году. Это время как раз середина войны, когда фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз, когда она унесла миллионы жизней. Именно в такое страшное время был организован симфонический оркестр.
якутского телевидения и радио. Коллектив, проживший более полувека, прошедший сложный путь падений и взлетов, утвердивший собственные традиции, свои национальные эстетические ценности и трагически закончивший свое существование на вершине популярности, необходимости, востребованности в 1997 году. Подписанный указ каким-то чиновником. Возглавила оркестр радио Галина Михайловна в 1948 году, благодаря счастливому случаю. Бывают такие случаи, редко, но бывают. Оркестр в то время был немногочисленным, но благодаря тому, что ведущие музыканты были сильными профессионалами, он многое мог делать на достаточно высоком художественном уровне. Была ли сама Галина Михайловна готова взять на себя такую должность и обязанности, не имея специальной подготовки? Конечно же, если бы давалось на это время, скорее всего, нет, она бы не взяла на себя эту ответственность. Но представился такой случай, когда один из оркестрантов, когда вживую должны были выйти в эфир, не пришел на работу. Его долго ждали. И Галина Михайловна ждала у проходной в нетерпении. И в это время вахтер подбегает и кричит, что у него высокая температура 40. Галина Михайловна, конечно же, это приняла за чистую монету, что человек действительно заболел и лежит с высокой температурой. Но его коллеги сразу же засмеялись, потому что они знали, что 40 – это означает градус горячительного напитка, вследствие которого он не может выйти на работу. И они в этот момент подали знаки стали подавать Галине Михайловне, чтобы она руководство оркестром взяла на себя. И так она таким образом в такой ситуации, когда требовалась решительность, она, недолго думая, решилась на себя взять ответственность и возглавить оркестр в качестве дирижера, заменив не вышедшего на работу человека. И, конечно же, это казалось судьбоносной ситуацией. С этого момента она стала во главе симфонического оркестра комитета, радиокомитета. С этого момента она стала во главе симфонического оркестра радиокомитета. Сама среда социальная, ее раннее сиротство, ранняя самостоятельная жизнь воспитали в ней характер, решительность, волю, что это позволило в такой момент взять на себя ответственность. С тех пор она возглавила
по тем временам камерный симфонический оркестр. И вот 1967 год, когда она уже начала думать о создании большого симфонического оркестра. Ей, конечно же, помог в этом ее муж Захар Тимофеевич Тюнгюрядов. Он как человек, проработавший долгое время на государственных должностях, ей посоветовал: не бойся, пиши ходатайство, чтобы тебе выделили вакансии, материальную базу. И она написала. Но тут стоял вопрос не только решения вопроса с профессионалами высокого класса. Это можно было решить. А сложнее было с материальной базой, обеспечением квартирами приехавших специалистов. И Галина Михайловна начала обивать пороги. И она попала на прием первого секретаря. С большим волнением ожидала она. И в очереди она слышала разговоры о том, что многие учителя и врачи уезжают, не получив жилья, из Якутии. И она думала, как же она обратится с таким вопросом. Но когда подошла ее очередь, ее вопрос разрешился. Тогда первый секретарь сказал: один дом погоды не сделает с решением кадров, но мы создадим один коллектив. Тогда в то время шла застройка 17-го квартала по улице Пионерской современными двухэтажными домами. И один дом, из них 12-квартирный, был выделен для специалистов симфонического оркестра. Так она решила вопрос с кадрами. И в 1968 году был издан указ о создании Государственного симфонического оркестра. С 1968 года оркестр просуществовал до 1997 года. Все это время во главе этого оркестра стояла Галина Михайловна. Конечно же, весь жизненный ее путь сопровождал муж, второй муж Захар Тимофеевич Тюнгюрядов. В этой книге красной нитью проходит благодарная память Захару Тимофеевичу. В 1942 году Галина Михайловна выходит второй раз замуж за Захара Тимофеевича. Первый муж, доктор Симкин, после приезда в Якутию прожил только полгода. Климат ему не подошел, но для Галины Михайловны климат оказался живительным. Захар Тимофеевич Тюнгюрядов был человеком умным,
Вот как пишет о нем сама Галина Михайловна. Мой муж Захар Тимофеевич Тюнгурядов, гордившийся тем, что его фамилия чисто национальная, родился в семье хамначитов Тайона Сивцева, Марии и Тимофея Тюнгурядовых 5 сентября 1915 года в Черкехе Татинского улуса. Первый ребенок родителей, живший в Хатоне, был затоптан животными, так как смотреть за ним было некому. Взрослые были на работе. Захар рос болезненным и хилым ребенком. Из детских воспоминаний рассказывал 2 эпизода. Любимая несушка Тайонши надумала класть яйца под домом. Стали искать, кто бы смог подлезть под дом и достать снесенные, но недосягаемые яйца. Выбор пал на хилого и тощего Захара. Яйца он извлек, а наградой голодному ребенку было то, что Тайонша разрешила ему их только понюхать. Другое воспоминание – старая собака Харабыл, в голодные дни приносившая из леса дичь и даже зайчиков. Захар, так же, как и Галина Михайловна, рано остался сиротой. Захар был от природы одарен неуемной жаждой знаний. Его любили, уважали все учившие его учителя. Да и как было не любить этого пытливого, любознательного, толкового и умного ребенка-сироту, у которого и условий для учебы и занятий никаких не было. По законам сельского человеколюбия сироты ночевали поочередно в каждом доме ночлега. Так он и выжил. Ну а став подростком, он влился в общественную жизнь республики. Вступил в ряды комсомола, начал заниматься общественно-комсомольской деятельностью. Потом комсомол направил его на различные общеобразовательные и политические курсы. Он выезжал из родного Татинского района в другие, ездил на конференции и съезд в ЛКСМ в Якутск. Именно комсомол с начала 30-х годов способствовал становлению его личности. О нем, как одном из ярких представителей молодой якутской интеллигенции, отзываются коллеги, работавшие вместе с ним. И он со своим опытом работы на государственных должностях очень много помогал советами Галине Михайловне. Как она познакомилась с ним, она рассказывает в книге. После смерти мужа она поселилась в коммунальной квартире, жила у хозяйки, где соседями были Захар Тимофеевич, в то время известный писатель и философ Авксентий Мординов. И она пишет, что ее привлек через стенку доносившийся до нее голос молодого человека. Он, видимо, можно догадываться сейчас, что он был очень приятным, мелодичным, потому что другой голос, скорее всего, не заинтересовал бы музыкальный слух Галины Михайловны. Чуть позже она познакомилась с ним, и он уже с момента ее знакомства начал ее убеждать, чтобы она вышла за него замуж.
Он был наделен даром обаяния и человеческого общения. Мягко, спокойно он убеждал несогласных и добивался всегда своей правоты. Он перезнакомился со всеми ее сослуживцами, очаровал их, и которые все вместе уговаривали ее выйти за него замуж. Так они решили пожить год вместе, узнать друг друга. Это было 12 мая 1942 года. А официально в ЗАГС они пошли ровно через год, 12 мая 1943 года. И, как она говорит, этот год перешел в 33 года счастливых семейных отношений. Галина Михайловна Кривошапка. Жизненные вехи после переезда в Якутию. В декабре 1957 года она стала художественным руководителем и главным дирижером московских вечеров якутской литературы и искусства. В 1959 году окончила Московскую государственную консерваторию имени Петра Ильича Чайковского, класс оперно-симфонического дирижирования профессора Бориса Хайкина. В 1959 же году назначена главным дирижером Якутского государственного музыкально-драматического театра. В 1961 году впервые в Якутии была осуществлена постановка балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». С октября 1965 года главный дирижер, затем дирижер-консультант симфонического оркестра Национальной вещательной корпорации «Саха». Стала инициатором, организатором и художественным руководителем уникальной грамзаписи якутского народного эпоса «Ланхо» «Нюргун Батур Стремительный». А в 1970-е годы, благодаря инициативе Галины Михайловны, при Якутском государственном университете был создан клуб любителей классической музыки. Ее выступления с симфоническим оркестром Москвы, Ленинграда, других городов СССР, Большого театра, академический оркестр Ленинградской филармонии записано в Золотой фонд Всесоюзного радио. Она исполнила симфоническим оркестром Гостелерадио Якутской ССР все 41 симфонию Моцарта со вступительными комментариями. Стала автором единственного теоретического труда в области музыкознания «Музыкальная культура якутского народа», ведущая радио и телевизионных циклов на Гостелерадио ЕССР, написала ряд книг, одна из которых «Пространство моей души» была издана в 2002 году. Скончалась Галина Михайловна 6 февраля 2013 года. Впервые была представлена перед москвичами на дипломном концерте в 1959 году «Якутская сюита». На этот концерт был приглашен автор первого якутского симфонического произведения крупной формы Григорий Семенович Гамбург. Он всю жизнь был главным дирижером Государственного оркестра кинематографии СССР, композитор, профессор консерватории, Института имени Гнесиных, Института военных дирижеров, был удовлетворен трактовкой и исполнением и вынес вердикт: у вас отличная интуиция. И эта интуиция Галину Михайловну почти целый век вела по жизни. А сейчас вашему вниманию якутская сюита в исполнении Государственного симфонического оркестра «Симфоника Арктика», дирижер Павел Васьковский. Фрагмент концерта композитора Якутии от 17 апреля 2019 года.
Украина.